В эфире «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Добиться цели любой ценой. Конституционный суд защитил права спасателей Якутии на льготную пенсию. Сберегательный союз или финансовая пирамида. В Нерюнгри десятки вкладчиков не могут вернуть собственные деньги. Почему организация продолжала работать вопреки предписаниям Центробанка? Новая транспортная развязка и город без пыли. Рейд по ремонту столичных дорог прошел в Якутске. Какие участки отремонтируют и есть ли замечания у общественников? Прояви себя и стань вожатым. Игровые программы для округов столицы готовит детский подростковый центр. Как работает образовательный проект и кто может стать его участником? На прекрасном озере Паянг журналист из Китая откроет в столице региона эко-выставку. Кто чаще всего попадает в объектив фотографа? Путь в профессиональный спорт начинается с детства. Шестикратный чемпион России по футболу провел мастер-класс для якутских мальчишек. Право на льготную пенсию добились спасатели Якутии. Отныне они будут выходить на заслуженный отдых в 40 лет, как и работники МЧС. Дело рассматривал Конституционный суд. Следует отметить, что согласно федеральному законодательству, спасателям субъектов страны, ровно как и спасателям службы спасения Якутии, льготная пенсия не предусмотрена. Она предоставляется только спасателям Министерства чрезвычайных ситуаций. Между тем, федеральный закон не обязывает, но дает право органам государственной власти субъектов самим определять льготное пенсионное обеспечение. Власти Якутии этим правом не пользовались 9 лет с момента основания службы спасения. Органы государственной власти республики, как указал Конституционный суд, должны принять, осуществить все находящиеся в их распоряжении, согласно их компетенции, организационно-правовые меры по установлению нормативно-правового механизма, регулирующего реализацию права спасателей республики на льготное пенсионное обеспечение. Десятки вкладчиков не могут вернуть собственные деньги. В Нерюнгри кредитно-потребительский кооператив «Советский сберегательный союз регионов», головной офис которого находится в Благовещенске, еще в сентябре прошлого года получил предписание от Центробанка на приостановление деятельности. Каких сумм лишились нерюнгринцы и как они собираются действовать, узнавала Александра Цебикова. Нет, а зачем деньги брали, договор заключали? Как не брали? Вызывайте. Мы сейчас милицию вызовем. Нам верните деньги, больше ничего не надо. Несмотря на предписание, нерюнгринский филиал данной организации не оповестил вкладчиков о лишении лицензии на вклады. И даже больше, он продолжал принимать деньги от клиентов вплоть до апреля этого года. О каких суммах идет речь? До миллиона сумма есть. Есть у кого-то, у кого 900 тысяч, у кого 700 тысяч, у кого 400, у кого 100, у кого 200, у кого 600. Разные суммы. Со слов вкладчиков, как просочилась информация о банкротстве, представители компании уверили, что это проделки конкурентов и что у них все хорошо. И что теперь организация называется КПК «Сибирский». Пойдя на пенсию, я вложила туда все свои расчетные деньги. В апреле заключили уже не советский КПК, а сибирский. Сказали, у нас идет расширение. Я говорю, девочки, что это такое? Вот это будоражит. Они, нет, у нас просто мы расширяемся. Мы уже до Новосибирска продлились, и все у нас прекрасно. Это было 4 апреля. Потом мы спокойно все это ждали. На данный момент компания КПК «Советский» приостановила свою деятельность в Южной Якутии. Пенсионерка Мария Андреевна вложила 700 тысяч рублей, которые сейчас пытается вернуть назад. В феврале вот я у них продлила договор с отпуска, приехала. Они уже знали, уже эта тюрьма у них была, но мне ничего не сказали. Я услышала потом от знакомых, что все уже, прихожу к ним расторгнуть договор. Они мне не стали ничего, даже разговаривать не стали. Езжайте в Благовещенск. И все, и сейчас они соглашения, и все, мы подали в суд. И у нас должен состояться суд 19 числа. На месте офиса филиала находится новая организация ООО «Микрокредитная компания «Акселерация Капитал», сотрудники которой те же, что и в КПК «Советском», но своим недавним вкладчикам они не рады. Кредитный
потребительский кооператив никаким образом не связан с этой компанией. Поэтому смысл вам называть руководителя... То есть, а как это связано, если то есть вы же там сидели в той компании, сейчас вы сидите якобы в этой, и вас все знают, здесь вам люди деньги давали, но они никак не связаны между собой, правильно? Пожалуйста, задавайте... Она вам и задала вопросы. Хотя при расторжении договора организация обязана вернуть вкладчику всю сумму, вероятный итог данной аферы предсказуем. Компания объявит себя банкротом, только проигранные судебные дела будут выплачиваться по 5% в месяц, а компания экс-дочернего предприятия будет иметь в обороте средства. Оставшись без своих денег, нюрнбергенцы написали заявление в отделение МВД России по факту передачи денежных средств в КПК «Советский». Однако в установленных договору срок денежные средства гражданам не возвращены. В настоящее время должностными лицами отдела МВД России по Нюрнбергенскому району проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Ход проверки находится на контроле прокуратуры города. Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ситуация по доставке грузов водным транспортом может усугубиться. В последние годы на верховьях реки Лены наблюдается маловодье. Всего же в навигацию 2019 года в республику планируется завезти около 3 миллионов тонн грузов. Но пока ситуация в главной артерии Якутии остается стабильной, сейчас в некоторых местах проводят дноуглубительные работы. На реке Лена можно сказать, что сейчас ситуация стабильная. Уровни воды на верхней Лене хоть и невысокие, но достаточно благоприятные для судоходства. Глубины сейчас там на верхней Лене в районе 285 сантиметров. Земснаряды сейчас работают. На реке Лена работают в Киринском районе водных путей 3 многочерпаковых земснаряда. На подходном канале работает землесос. Сейчас с наступлением, значит, уровней воды, при которых возможна работа снарядов, они дальше выйдут в работу и начнут работать по линии на арктических реках в том числе. Если говорить о наземном транспорте, то участки федеральной трассы Лена протяженностью 110 километров отремонтируют уже в этом сезоне. У поселка Хатеми в Нерюнгринском районе началась укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия. В рамках капитального ремонта на этом участке дороги установят линии освещения и новое барьерное ограждение. На других участках федеральной трассы укладка асфальта запланирована на 20 июля. Это 10-й километр в Тендинском районе Амурской области и 7-й километр в Валданском районе Якутии. Между тем, рейд по ремонту столичных дорог прошел в Якутске. Общественный народный фронт совместно с администрацией города проверили, как идет подготовка к укладке нового дорожного полотна. О планах по ремонту и есть ли уже какие-нибудь замечания у общественников в материале Василия Радченко. Порядка 19 участков дороги протяженностью почти 26 километров отремонтируют в этом году в столице. Это 203-й микрорайон, улицы Бестужева-Марлинского, Красильникова, Чайковского и ряд других. В эти дни идет их подготовка. Скоро подрядчики начнут укладку, и горожане почувствуют неудобства в связи с закрытием ряда улиц. Но подождать один сезон в пробках стоит того, чтобы, наконец, перестать глотать пыль как на окраинах, так и в самом центре города. Помимо этого изменится и транспортная развязка. Центр города, конечно, очень в стесненных условиях, мы понимаем это. Мы выходим из ситуации как путем строительства разгрузочных дорог, допустим. Вот сейчас 4 полосы сделаем в следующем году делаем по окружному шоссе, тем самым мы разгружаем полностью улицу Лермонтова. В Хатым-Горах в этом году делаем и разгружаем Вилюйский тракт. То есть Вилюйского тракта, в принципе, можно будет уже до аэропорта доехать по одной улице. Ну, соответственно, примыкающая там улица Курнатовского. За выполнением работ следят общественники. В частности, Общероссийский народный фронт уже на стадии подготовки выявил несколько недочетов. И благо, что внимание обратили сейчас, когда устранить их можно относительно безболезненно. По замечаниям, то есть сама технология нашего эксперта, не понравилась сама технология установления бордюров. То есть бордюры не были достаточным образом утрамбованы. То есть мы там посмотрели, визуально видно то, что буквально там НАСА произвели, как говорится, ногами походили и сверху начали укладывать уже бордюры на ограждения. Кроме того, посмотрели мы по поводу того, что возле
этот самый канализационный люк. Он стоит, сразу видно, что стоит на уровне выше, какие работы будут произведены, там, и в дальнейшем, чтобы не было у нас, как в городе Якутске, везде дороги кладут хорошие, и потом этот вот, непосредственно люки торчат. В ответ администрация сказала, что замечания учтут и устранят, а после рассказали о планах по благоустройству. Так, в Якутске появится первая велосипедная дорожка. В ближайшее время любители двухколесного транспорта смогут с удобством прокатиться по 202 и 203 микрорайонах. А на вопрос «когда?» ответили следующее. Сам строительный сезон в Якутске очень короткий, он сейчас идет. Сейчас подготовительные работы завершатся. А сами строительные работы мы, согласно контракта, стоят до 31 октября, но при этом понимаем то, что те же работы по асфальту необходимо завершить раньше. И постараемся отработать с опережением производственного графика. То есть к сентябрю, к середине сентября, чтобы все асфальтовые работы у нас в городе были завершены. Василий Радченко, Григорий Охлопков, Якутск. Целлофановые мешки, метлы и жилеты с логотипом «Чистый город». В Ленске ежедневно группа школьников очищает от мусора дворы, скверы, парки и другие объекты муниципалитета. Работают ребята в среднем по 2 часа. Дневной заработок участников акции составляет 200 рублей. Мероприятие проводится второй год и, как правило, длится до середины июля. Мы убрали уже Первомайскую 10, спортивную площадку, Дзержинского, Первомайская, вот на перекрестке спортивная площадка возле Солнышка. Убрали Пролетарскую от Драгоценностей и прям до конца улицы. И вот сейчас взяли дворы. Ну, планируем еще выйти на Алроса, убрать там бульвары. Мы по мере поступления, то есть мы работаем, сотрудничаем с администрацией города, то есть нам говорят, где такие более загрязненные места, и мы выдвигаемся с ребятами туда. Сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Прояви себя сам и стань вожатым. Игровые программы для округов столицы готовит детский подростковый центр. Как работает образовательный проект и кто может стать его участником. На прекрасном озере Паянг журналисты из Китая откроют в столице региона эко-выставку. Кто чаще всего попадает в объектив фотографа? Путь в профессиональный спорт начинается с детства. 6-кратный чемпион России по футболу провел мастер-класс для якутских мальчишек. Вы смотрите итоги уходящего дня на Якутия-24. Резервные сроки основного периода единого государственного экзамена начались уже сегодня и завершатся 1 июля. Сдавать экзамены в эти дни будут 80 тысяч выпускников. В числе первых – география и литература. Завершит резервные сроки сдачи обществознания и письменной части по иностранному языку. Напомним, основной период сдачи ЕГЭ проходит с 27 мая по 1 июля. Количество участников в этом году составило почти 750 тысяч человек. Между тем, наивысшие баллы по госэкзамену получили уже 10 выпускников из Якутии. Результаты пока известны по математике, химии, литературе, географии и истории. С выпускниками-стобальниками встретился Андрей Мухоплев. Трио одноклассников из физико-технического лицея сдали профильный ЕГЭ по математике на 100 баллов. У каждого из ребят свой секрет математического успеха. Мои родители тоже любили математику, поэтому эта любовь передалась и мне. И с самого детства я любила математику, и уже где-то с 5 класса я участвовала во многих олимпиадах, ну и привилась с самого детства в течение всей жизни. Лучше всего начинать готовиться с 10 класса, а может и раньше. Постоянность, она сделает все за вас. На экзамене по математике мне было не волнительно, потому что я ожидал, что я хорошо напишу. Я обычно перед экзаменом или перед какими-то олимпиадами съедаю весь шоколад, который я взял. Меня как-то успокаивает. Еще 3 их одноклассника были также близки к заветным 100 баллам. Любовь Ефремова, наставник великолепной троицы, рекомендует посещать как можно больше олимпиад. Впрочем, у классного руководителя и учителя математики, у которого из 29 человек средний балл в классе 85, есть и другие секреты, как воспитать юных пифагоров. Дисциплина. Второе – сознательная дисциплина у детей. И третье – привить интерес к ним. В классе у меня есть ученики, которые от 92 баллов плакали, потому что они просто не успели переписать. Самое главное – моя цель – научить их думать. Вот эту цель я всегда преследую. Тогда будут результаты. Совсем недавно среди родителей и выпускников прошел слух о том, что ученики школ, которые написали ЕГЭ на 100 баллов, проходят дополнительную проверку.
Миф о том, что проверяют 100 бальников дополнительными испытаниями, это неправда, потому что единый госэкзамен на то и единый, что единым требованиям, ко всем высшим учебным заведениям требования. И это исключение бывает в некоторых вузах, имеются вступительные испытания, где могут проверить по другим предметным областям. Напомним, что в этом году впервые прошел единый экзамен по китайскому языку. С 2020 года появится возможность сдачи ЕГЭ по информатике на компьютере, а через 3 года планируется ввести иностранный язык в число обязательных предметов. Андрей Мухоплев, Григорий Николаев, Якутск. Проявить себя в качестве вожатого смогут воспитанники детского подросткового центра. Около 30 ребят сейчас готовятся выйти в округа Якутска с игровыми программами. Подробнее об образовательном проекте «Двор моего детства» расскажет Дмитрий Тымыров. 21 день – программа образовательного проекта «Двор моего детства». За этот небольшой срок дети получают все необходимые знания работы со сверстниками. Проходят у них такие занятия, как гитарное мастерство, теоретическая подготовка. Также обучаются они играм. И прикладному мастерству немного тоже необходимо для детей. С будущими вожатыми работают опытные педагоги. Свободного времени у ребят нет. Каждая минута расписана. Но именно это школьникам и нравится. Быть вожатым куда интереснее, чем бездельничать во время долгих летних каникул. Лето я хожу сюда каждый год. Мне очень нравится проводить игры, учиться вожатскому мастерству. Может быть, когда я вырасту, я стану педагогом, вожатым. Узнала о кружке. Меня, мама записала в кружок, но я сам хотела стать вожатым тоже. А почему хотела стать вожатым? Что тебе это? Проводить игры для детей. Для детей это весело, прикольно. У будущих вожатых начинаются практические занятия. Подготовка игровой программы идет полным ходом. И в итоге мы выводим детей, когда уже программа не проходит полностью, мы выходим на дворовые площадки, проводим игровые программы для неорганизованных детей в летний период. Самостоятельно вожатые начнут работать с июля, а пока они вместе с педагогами оттачивают навыки организации детского досуга. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Более 200 юных спортсменов и потенциальных участников международных спортивных игр «Дети Азии» открыли новый сезон в спортивно-оздоровительном лагере «Связист». Среди первых – баскетболисты, пловцы и легкоатлеты. Отметим, что детский лагерь начал принимать ребят после 20-летнего перерыва в 2012 году. Уже имеющаяся к тому времени база не была готова на 100%. Сейчас спальные и обеденные дома полностью отремонтированы, построены новые спортивные площадки, подведены свет и водопровод. Зарядка у нас обычно бегаем 5 кругов и разминка. Все, дальше у нас получается завтрак. После завтрака мы отдыхаем. Вторая тренировка. Начинается она где-то в 10-10:30. У нас вот здесь вот на поле мы кидаем мячи и всякое вот такое, работаем с мячом. Когда мы занимаемся в закрытом зале, у нас, получается, воздуха нет такого. А под свежим воздухом как-то легче занимается. На прекрасном озере Паянг, так называется выставка, для участия в которой в столицу региона прилетела журналист и экофотограф из провинции Цзяньси Джоу Хаянь. Вот уже несколько лет китаянка изучает и делает профессиональные фотографии стерхов, которые зимуют на ее родине на озере Паянг. Сегодня в Национальной библиотеке она встретилась с журналистами, учеными, студентами и рассказала о своей деятельности, визите в Якутск и предстоящей эко-выставке. Мероприятие откроется завтра во второй половине дня сразу на 2 площадках. В историческом парке «Россия. Моя история» и арт-галерее «Ургел». Правительство Китая уделяет большое внимание вопросам сохранения экологии. Я приехала в Якутск, чтобы поделиться этим опытом, а также показать вам несколько кадров из моей замечательной выставки, которая завтра пройдет в историческом парке «Россия. Моя история». Там будут представлены фотографии непосредственно того заповедника на озере Паянг, учредителем которого я являюсь. Также я бы хотела способствовать международному обмену не только в области науки, но и политики. Парные заезды на скорость и слалом. Фестиваль водомоторного спорта прошел в Нерюнгри. В рамках мероприятия состоялись соревнования «Водомет на перекате» на мокрый кубок. С подробностями Сергей Козюра.
Соревнования проходили на реке Чульман в районе городского пляжа и были разделены на несколько этапов. Наиболее зрелищный – это спринт, парные заезды на скорость, а также водный слалом. На участие в мероприятии зарегистрировалось 9 экипажей. Помимо нюрнбергенцев были и гости. Участников у нас нынче с прошлым годом, если взять, то немного меньше. Участники у нас приехали выступать с Амурской области, город Благовещенск, а также несколько экипажей из города Тынды. Ну и, соответственно, наши местные, город Нерюнгри. Ну и, соответственно, мы пригласили, наша команда, участвовать в этом формате коллегу из судебных комиссаров КСК, судей с города Якутска. Для самих участников наиболее интересным стал этап по прохождению мели и перекатов. Конечно, не у всех получалось пройти его чисто. В первую очередь, наверное, опыт пилота, потом развесовка лодки, конструктив ее. Как бы много факторов влияет на прохождение спецучастков. И в этом году очень понравилось, вот как бы не так, что просто мощность мотора выигрывает, а конкретно мастерство пилота и штурмана. То есть в прохождении каких-то спецучастков надо внимательно смотреть на рельеф, на проток воды, ну и то есть как бы лавировать между вот этими всеми моментами. По итогам всех этапов лучшим в своем классе стал экипаж из Нерюнгри, а вот в абсолюте сильнейшим оказался экипаж из Тынды. Они-то и забрали главный приз – лодку. Погода благоволила, и горожане с удовольствием провели выходные на берегу реки. Сергей Козюра, Нерюнгри. Путь в профессиональный спорт начинается с детства. 6-кратный чемпион России по футболу Валерий Кечинов провел мастер-класс для мальчишек. Первая тренировка юных воспитанников футбольной школы «Спартак Юниор» прошла в Якутске. Это самый масштабный проект по профессиональной подготовке футболистов на Дальнем Востоке. Денис Тишин узнал, с чего начинается путь к Олимпу. Ставим 1, 2, 3, 4, 5, 6. Удар, еще удар. Этим мальчишкам приходится раз за разом бить по мячу под палящим солнцем. Но трудности нисколько не пугают юных футболистов. Они готовы тренироваться часами напролет, лишь бы осуществить свою мечту – попасть в большой футбол. Очень больше нравится держать в руки мяч. Очень хорошо мне нравится. Получается очень хорошо, реакция хорошая. Но понравилось мне очень, хорошо очень было. Первая тренировка юных футболистов прошла под руководством бывшего нападающего «Спартака» и тренера Валерия Кечинова. Он сам когда-то вышел из дворового футбола и уверен, путь в профессиональный спорт начинается с детства. Все закладывается с детства. Все закладывается, все техника твоя, азы, понимание, все это закладывается именно с детского футбола. Если у тебя не будет вот этой школы, не будет вот этой подготовленности, то из тебя не получится хороший футболист. Поэтому все идет вот с детских школ. Начинающим футболистам пока не просто даются первые шаги в профессии, но им есть к чему стремиться. Лучшие из лучших попадут в Академию умного футбола прославленного футболиста, 6-кратного чемпиона России Валерия Кечинова. И кто знает, может быть, кто-то из этих юных дарований в будущем будет представлять Якутию на чемпионатах России и мира. «Спартак Юниор» – единственная в Якутии и на Дальнем Востоке школа, которая будет готовить профессиональных футболистов из ребят в возрасте от 6 до 14 лет. Всего здесь будут заниматься порядка 100 детей. Летом на стадионе «Юность», зимой в крытом манеже. Обучение будут вести по специальной методике, разработанной Академией «Спартака». Тренировки, которые проводятся у нас здесь в школе, они в точности по аналогии с теми тренировками, которые проводятся там в Московской академии. Главная цель – подготовить футболистов, личности, и чтобы ребята могли потом в дальнейшем конкурентно показывать свои способности уже на полях академии, и потом в дальнейшем кто-то из наших ребят может быть зачислен в ученики Академии Московского «Спартака». Обучение в школе «Спартак Юниор» стоит 5000 рублей в месяц. В стоимость входит 16 занятий, 3 тренировки и 1 игровой день в неделю. Пока занятия будут проходить в Якутске, но не исключено, что в будущем ребята смогут выезжать на сборы в другие регионы. Денис Тишин, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Как проходит подготовка к новому отопительному сезону и почему в Алданском районе естественный прирост населения по-прежнему остается отрицательным. Об этом и не только расскажет Татьяна Вахнина, а я на этом с вами прощаюсь. Не переключайтесь.
Здравствуйте! Алданский район посетил генеральный директор ресурсоснабжающей организации «Теплоэнергосервис» Илья Горбунов. По его словам, летняя ремонтная кампания идет удовлетворительными темпами. Работы начались до завершения отопительного сезона. Оборудование для котельных доставлено, простоев не предвидится. В 2019-м на реконструкцию выделено 160 миллионов рублей. Кроме ремонта оборудования котельных, будут заменены 7 километров теплотрассы. В настоящий момент вся черная труба для перекладки тепловых сетей уже находится на нашей складе в 100% объеме. И труба ППУ-изоляции находится уже, поставщик поставляет. К другим темам. В Алданском районе мальчиков рождается больше. Естественный прирост, однако, остается отрицательным. В 2018-м на свет появился 401 ребенок, а умерло 528 человек. В этом году тенденция продолжается. По данным отдела ЗАГС, с 1 января 2019-го родилось 150 малышей, а свидетельств о смерти выдано 230. Средняя продолжительность жизни ниже у мужчин. В структуре смертности центральные позиции занимают онкозаболевания и сердечно-сосудистые болезни. В Алданском медицинском колледже завершился демонстрационный экзамен по профессиональным стандартам WorldSkills. Он проходил в течение 3 дней. Знания и навыки в компетенции медицинский и социальный уход показывали первокурсники. Алданский медколледж стал пилотной площадкой по проведению промежуточной аттестации в данной форме. В качестве экспертов присутствовали старшие медсестры Алданской центральной районной больницы. Это первый пилотный проект по демонстрационному экзамену в Алданском медколледже по стандартам WorldSkills России. 21 июня якутская земля отметит наступление лета. Для северян это один из долгожданных и любимых праздников. В последние годы в районе СЭХ отмечается массово и колоритно. Всюду проходят гуляния, по национальным традициям проводятся обряды. Праздник якутский, однако на Алданской земле его празднование пронизано чертами эвенкийской культуры. Так, в 2018-м, в ночь перед наступлением лета, на местности Сывыки был проведен торжественный обряд встречи солнца. Мы ощущали такую природную силу и энергию, и надеемся, что у нас в будущем все будет хорошо. Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией 24.